Ну, давайте. Доброе утро, уважаемые коллеги. У нас сегодня республиканский семинар «Особенности военно-патриотического воспитания в музее». И первый, кто у нас и поприветствует участников семинара, Инна Ильинична. Инна Ильинична. Да, добрый день всем. Слышно? Да, слышно. Добрый день, уважаемые участники семинара. Благодарность Чувашскому национальному музею за организацию данного музея. Я надеюсь, мы сегодня плодотворно поработаем, ответим на все вопросы. В соответствии с повесткой семинара, уважаемые коллеги, сегодня мы выносим на рассмотрение вопрос организации проведения в следующем году года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тема, конечно же, уже такая на слуху. Я сейчас, говоря об этой теме, вам, скажем так, какие-то новые вещи не открываю, но, однако же, хотел бы напомнить, и на планерке с министром Светлана Анатольевна просила довести до вас в ходе семинара о том, что данная тема очень актуальна, особенно она актуальна для музеев. И я полагаю, что вы все активно участвовали в разработке плана мероприятий по реализации указа главы Чувашской Республики об объявлении в Чувашской Республике в 2021 году года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Указ у нас от 9 мая 2020 года. Но, уважаемые коллеги, хочу отметить, что помимо плана мероприятий, сформированного в рамках и в целях реализации данного указа, конечно же, не возбраняется и только будет приветствоваться проведение других мероприятий. Я понимаю, что нам, практикам, не всегда удается, возможно, предусмотреть в планах, и поэтому, если вы что-то будете вне плана проводить, и просьба в отчетах, которые будут запрашивать с определенной периодичностью, как правило, это один раз в квартал Чувашскому национальному музею, эту информацию предоставлять. То есть, еще раз акцентрирую внимание на том, что помимо проведения мероприятий, предусмотренных в рамках плана, проводить мероприятия дополнительные, и о них, естественно, конечно же, информировать. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные именно с проведением данного года, я думаю, что Чувашский национальный музей с удовольствием ответит и имеет возможность подключить специалистов других государственных музеев. Хочу отметить, уважаемые коллеги, что следующий год, наверное, он будет непростым. К сожалению, в настоящее время у нас нет таких радужных каких-то предпосылок для того, чтобы планировать мероприятия в обычном формате. Поэтому, формируя свои планы, вы сразу заблаговременно предусматриваете форматы проведения их как удаленно, дистанционно, с ограниченным количеством участников, с выходами в школы, потому что сейчас вам очень сложно с тем, что школы, как правило, к вам, наверное, не приходят. И несмотря на это, свои планы мероприятий вам нужно проводить, планы реализовывать, контрольные показатели достигать. Относительно Сурского рубежа хочу сказать, что есть баннеры. На этом баннере размещается вся актуальная информация, поэтому я сейчас ваше время удерживать не буду, и, возможно, есть вопросы актуальны другие. На этом баннер прошу вас регулярно заходить и информацию необходимо получать. Если все-таки у вас есть какие-то вопросы, связанные с проведением этого года, у нас в министерстве данный вопрос очень плотно и непосредственно курирует помощник министра Белов Алексей Георгиевич. Алексей Георгиевич, вы все прекрасно знаете особенности Национальный музей, специалист знакомый вам.
И он, естественно же, постарается ответить вам какие-то вот такие, может быть, на организационные вопросы, на вопросы, связанные там связанные с взаимодействием других музеев и так далее, и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, единственная моя просьба – мероприятие проводить и проводить на очень высоком уровне. Вот это все, что связано с годом проведения с проведением года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанских рубежей. Не буду занимать ваше время перечислением нормативных документов. Все они, еще раз говорю, выложены в баннере. Если есть у вас вопросы, готова ответить. Но вот сейчас вспомнила. Хочу сказать, что, уважаемые коллеги, что конкурс инновационных проектов на гранты главы Чувашской Республики в настоящее время не объявлен. Мы дорабатываем порядок проведения этого конкурса в связи с тем, что есть необходимость приведения соответствия этого порядка с нормативными документами федерального уровня. Как только мы внесем изменения в этот порядок, мы объявим конкурс проектов, инновационных проектов. Хочу сразу сказать, что мы в этом конкурсе предусмотрим номинацию, посвященную вот этому году. Поэтому, если у вас есть какие-то уже готовые задумки, связанные с этой темой, и, естественно, нет у вас финансирования, то вы можете участвовать в этом конкурсе. Вы можете участвовать в этом конкурсе и получить определенные средства на реализацию ваших проектов. Еще раз хочу сказать, что конкурс будет объявлен, наверное, не ранее февраля месяца, поскольку порядок принят постановлением Кабинета министров. Это, как правило, всегда такая достаточно трудоемкая и длительная процедура, но, однако же, сразу говорю, такая номинация будет, и проекты ваших конкурсных документов вы можете готовить. И, наверное, реализация этих проектов позволит вам какие-то более существенные, интересные мероприятия провести. Это вот первое, что касается темы Сурского рубежа. Уважаемые коллеги, мы неоднократно и постоянно на семинарах с вами говорим о том, что Министерство культуры осуществляет функцию государственной контрольно-надзорной деятельности по государственной части Музейного фонда Российской Федерации. У нас есть музеи, которые являются субъектами контроля, и по отношению к ним мы проводим контрольные надзорные мероприятия. Такие проверки у нас осуществляются с 2017 года. Министерство культуры Чувашской Республики наделено полномочиями по осуществлению такой контрольно-надзорной деятельности. Мы уже проводили ряд проверки в отношении ряда муниципальных музеев. Это муниципальный музей города Канаш, государственные музеи, это мемориальный комплекс и художественный музей. На следующий год мы предлагали проверку художественного музея города Новочебоксарск, но, однако же, прокуратура Чувашской Республики отклонила наше предложение, и в следующем году в отношении Новочебоксарского музея проверка не будет проводиться. Это связано с тем, что вносятся изменения вообще в порядке проведения контрольно-надзорной деятельности. Но, однако же, уважаемые коллеги, это не снимает с нас деятельность, связанную с сохранением наших музейных коллекций, связанную с тем, чтобы обеспечивать все нормативные условия их хранения и взаимодействия с Минкультуры России. Чувашскому национальному музею, уважаемые коллеги, я хотела бы сейчас на семинаре Анны Юрьевны еще раз поставить задачу завершить работу, связанную с государственной частью музейного фонда в Вибресинском музее. Анна Юрьевна, так ведь, да?
Подключитесь, пожалуйста. Видимо, им никак не удается завершить эту работу. Слишком эта работа у нас затянулась. Уточните у них еще раз информацию, на какой стадии находится их письмо, почему до сих пор они не получили никакого ответа от Минкультуры России. И, возможно, если потребуется Министерство культуры, то мы со своей стороны, наверное, Министерство культуры тоже направим Минкультуры России запрос на предмет того, чтобы они нам разъяснили, что мы не так делаем для того, чтобы завершить работу по передаче государственной части музейного фонда. Понятно, да, Анна Юрьевна? Еще хочу сказать, уважаемые коллеги, мы, Министерство культуры, выполняя контрольно-надзорную деятельность, проводим профилактические мероприятия, размещаем всю информацию, проведенную в этой части, на нашем сайте. Заходите на сайт Минкультуры, там в разделе «Деятельность» есть контрольно-надзорная деятельность. В разделе «Контрольно-надзорная деятельность» есть прям вот раздел «Контрольно-надзорная деятельность в сфере музейного дела», и там выкладываются все нормативные документы федерального уровня, наши республиканские. Также мы туда выкладываем вновь принятые административные регламенты, публичные отчеты, все, что делается в этом направлении на Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Чувашской Республики. Вся информация, она такая общедоступная, открытая, поэтому если есть у вас заинтересованность в этой части, можете вы ее там получить. Если есть какие-то дополнительные запросы у субъектов контроля, кстати, там есть перечень субъектов контроля, вы можете себя там, увидев, если у вас есть какие-то вопросы, задать вопросы в Национальном музее Меженьковой Оксаны Сергеевне и Анне Юрьевне Ивановой. Эти специалисты достаточно квалифицированно эту тему ведут, знают, они знают даже гораздо больше, не даже, а знают гораздо больше, чем я. Я сама с ними всегда консультируюсь при подготовке документов, и при выполнении каких-то вот действий, и при разработке нормативных документов. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, консультируйтесь для того, чтобы, когда придут надзорные органы, поскольку кроме Министерства культуры вас проверяют и прокуратура Чувашской Республики, проверяют контрольно-счетные палаты. Сейчас это, кстати говоря, стало очень актуально. Но, к сожалению, получилось так, что в рамках реализации указа главы Чувашской Республики номер 118 нам не удалось с музеем республики средства выделить, но, однако же, контрольно-счетная палата не оставляет в стороне проверки и в отношении музеев, особенно если эти музеи касаются юридическими лицами. Сейчас у нас проходят такие проверки в отношении культурно-досуговых учреждений, библиотек, а если музеи являются структурными подразделениями этих... Все нормально, ага. Если эти музеи, когда являются структурными подразделениями других юридических лиц, например, ЦБС, ЦКС, и если предоставляли средства на те или иные виды работы, проверка может коснуться и структурных подразделений. Вы помните, что года 3 тому назад у нас прокуратура активно проверяла на предмет соблюдения музеями законодательства о музейном деле, о ввозе, вывозе музейных предметов. И мы вместе с заместителем министра Черновой Еленой Геннадьевной участвовали в прокуратуре в рассмотрении представлений. По каждому нарушению давали пояснения, старались разъяснить ту или иную ситуацию, но нам хотелось бы, конечно, чтобы вот замечания надзорных органов в наш адрес были минимизированы. Вот это что касается контрольно-надзорной деятельности. Вообще хочу сказать, что музейная деятельность сейчас в части контрольно-надзорной деятельности, она включена в деятельность с рискоориентированным подходом. Вот. Еще раз возвращаюсь. Вот контрольно-надзорная деятельность в сфере музейного дела, она включена
в деятельность с рискоориентированным подходом. Правительство Российской Федерации считает, что музейные экспонаты, музейные коллекции являются, не считают, а действительно они включены в перечень предметов, утрата которых может привнести как бы в целом утрату и ущерб как Российской Федерации, так и субъекту Российской Федерации. Поэтому вот эти надзорные функции выполняются под строгим вот таким пристальным вниманием прокуратуры Чувашской Республики и контрольно-счетной палаты. Все проверки мы направляем, результаты проверок размещаем на определенных специально разработанных информационных системах. И вы, уважаемые коллеги, сейчас, наверное, обратили, что достаточно стало все прозрачно и открыто. И выявленные нарушения невозможно скрыть, и невозможно как бы их в ходе проверок поправить, потому что они связаны с определенными взаимодействиями с вышестоящими организациями, с учредителями и так далее, и так далее. Поэтому просьба моя найти все-таки время, очень внимательно еще посмотреть и изучить ваши учредительные документы, уставы, внимательно отнестись к формированию планов финансово-хозяйственной деятельности и внимательно проводить различные закупки, если вам выделяются деньги. И, кстати говоря, вот 3 дня я вот 14, 15, 16 проходила обучение повторно по 44-му федеральному закону. 3 дня прослушав лекции и теоретиков, и практиков, становится достаточно неуютно, поскольку очень много таких вот административных правонарушений выявляются, и, как правило, конечно же, по отношению к ним применяются штрафные санкции. И, пользуясь случаем, хочу сказать относительно, вот я уже говорила, относительно ваших документов, хочу обратить внимание на необходимость очень внимательного формирования предложений для вашего учредителя, предложений по муниципальным вашим заданиям. В отношении государственных учреждений хочу сказать, что предложения по формированию государственных заданий. В соответствии с порядком формирования государственных заданий, этот порядок, он утвержден постановлением Кабинета министров Чувашской Республики, нашей республики, государственные задания и муниципальные задания формируются учредителем совместно с учреждением. То есть вот эти объемные показатели, показатели качества, другие показатели, такие как стоимость оказываемых услуг, если эта услуга оказывается платно, нормативные документы, на которые мы там ссылаемся непосредственно в государственных муниципальных заданиях, они же разрабатываются самим учреждением и даются предложения учредителю включить их в государственные или муниципальные задания. Надеюсь, муниципальные учреждения, муниципальные музеи все получили новые муниципальные задания с учетом внесенных изменений, так как какие задания у нас получили наши государственные учреждения. Анна Юрьевна, я прошу вас промониторить. Мы где-то в сентябре, наверное, да, в октябре проводили ряд таких совещаний с участием начальников отдела культуры, самих учреждений, при присутствии тогда министра Розы Михайловны, без Розы Михайловны проводили, разъясняли, что нужно сделать. Но, к сожалению, я прям очень расстроилась, когда буквально на прошлой неделе в одном из муниципалитетов, поступил вопрос в части того, что делать с муниципальным заданием, если объемные показатели к концу года не выполняются. Я пришла к выводу, что то, что мы говорили неоднократно, людьми было не понято и не выполнено. Не было выполнено и не понято как учредителями, так и самими учреждениями. Уважаемые коллеги, у нас семинар сегодня непосредственно с учреждениями. Если ваш учредитель
в районах, это, да, у вас или отдел культуры, или администрации, вам не предоставили новые муниципальные задания, если оно нужно было, если вы объемные показатели не выполняли и не выполняете, то вы должны сами, вы подходите, спрашиваете, что в связи с определенными условиями, например, да, учреждение, у вас там публичная публикация музейных предметов в стационаре, да, Анна Юрьевна, я правильно говорю? Вот, к примеру, объем у вас, план был на год 1000 там посещений, да, и вы не выполняете, а предварительные отчеты вы должны были подготовить к 15 ноября. И вы уже тогда понимали, что вы не выполняете и не выполните к концу года, то ваш учредитель должен был вам сформировать новые муниципальные задания. Кстати говоря, в муниципальном задании нет понятия «внести изменения». Нету такого понятия. То есть я проговорила части того, что вы должны были сделать в текущем году. Это очень важно, уважаемые коллеги, именно директора, руководители, заведующие, потому что откройте административный кодекс. Да, конечно, штрафы там небольшие. Если это у вас первый раз, там от стальки-то до стальки-то рублей, второй раз и так далее. Но там важно не сам факт объема штрафа, а сам факт, что это административное правонарушение. Поэтому, уважаемые коллеги, руководители, за невыполнение муниципального задания в соответствии с административным кодексом налагается административный штраф. И я думаю, что вот эти вот проверки, они будут проходить, потому что надзорные органы поняли, что в этом году мы работали в таких вот нестандартных условиях. И у нас, естественно, были задания. Что такое задание? Вот просто хочу сказать, уважаемые коллеги, чем это важно, почему это важно. Муниципальное задание – это объемы субсидий, которые вы получили. Вы получили субсидии, вы субсидии потратили, ваши субсидии ушли на зарплату вашу, на содержание ваших зданий. То есть вам из-за того, что вы работали больше удаленно, меньше на стационаре, зарплату не уменьшали. Даже если с чем-то и уменьшали, то это, наверное, связано с другими какими-то причинами, но не причинами того, что вам уменьшали объемы муниципальных заданий. Поэтому посмотрите, муниципальные задания, если есть такие, Анна Юрьевна, районы, которые не сделали вот эту работу, ее нужно сделать. И к концу года, в любом случае, муниципальные задания должны быть выполнены, они выполненными считаются с учетом допустимых возможных отклонений. И при формировании нового муниципального задания на следующий год мы долго обсуждали специалистами нашего министерства, которые курируют тоже учреждения, и приняли решение сформировать вам государственные задания с учетом, естественно, ваших предложений, объемные показатели установить такие же, как у нас были они установлены в государственных заданиях на 20-й плановый период 21-22 года. У нас там есть объемные показатели, плановые значения, но сразу предусмотреть большие допустимые возможные отклонения для того, чтобы, если 2021 год будет таким же, как этот, в следующем году не проводить работу по внесению изменений или по формированию новых заданий. Сразу. Тем более, что, уважаемые коллеги, у нас в части допустимых возможностей отклонений нет нормативных значений, их мы можем установить какое угодно, но есть какая-то сложившаяся практика от 5 до 10%. Вот мы так и делали. А мы сейчас в муниципальном задании сформировали своим государственным учреждением в
вплоть до того, что допустимы, возможно, отклонения, там 65%, 85% и так далее. Поэтому, Анна Юрьевна, пожалуйста, тоже консультируйтесь. Вы понимаете, как это нужно делать. У нас, наверное, тут по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Учреждение, не ждите, что вам ваши учредители вас позовут и скажут: давайте мы вам муниципальное задание такое сделаем, всякое сделаем. Вам по ним работать, и вы должны быть, можно сказать, непосредственно участниками их разработки и даже основными участниками. Вот такая вот моя просьба, пожелание. Муниципальное задание формируется после принятия закона о бюджете, вернее, государственное задание формируется после принятия закона о бюджете. Кстати говоря, вы видите, да, закон о бюджете уже принят, там в течение определенного времени, поэтому мы тоже, Анна Юрьевна и там Татьяна Николаевна, да, я видела Волкова, в отношении государственных учреждений мы тоже будем эту работу вот буквально в ближайшее время проводить. Ваши предложения направляйте. У меня, в принципе, все, о чем я хотела сказать. Спасибо большое, Инна Ильинична. Очень много интересного, и я обязательно прослежу и посмотрю, как вы выполнили муниципальное задание, какие они проценты отклонения поставили. Так в течение, в принципе, вот последнего квартала они ко мне обращались. Многие музеи исправили и все это сделали. Ну, я думаю, что все Там будет... дело в том, что надо было не только просто исправить, то есть учредитель должен издать новый нормативный документ. Вот как они утверждают муниципальное задание, чем утверждают там? У всех по-разному. Приказ отдела культуры утвердить, да, вот по аналогии с нами, с Министерством культуры. Или есть районы, в которых вообще там собрание депутатов утверждают там эти задания. То есть новое задание, оно должно быть также сформировано, и оно также утверждено. То есть также утверждено. Хорошо, сегодня я обзвоню всех и у всех Вы можете уточню. даже у них запросить само задание в сканированном виде, например, и нормативный документ, в соответствии с которым это новое задание, оно сформировано. И вы, уважаемые коллеги, прекрасно понимаете, что у нас сейчас очень пристальное внимание уделяется к открытости и доступности информации. Есть приказ Министерства культуры Российской Федерации, 277-й приказ вроде бы был, да, об открытости и доступности информации, размещаемой на сайтах. Все ваши муниципальные задания той версии, этой версии, они должны быть размещены не только на Баз.Гов.ру, а на Баз.Гов.ру вы сами, как учреждение, их размещаете, но и на ваших сайтах. Открытость, доступность информации. Кстати говоря, когда проверка идет, наши государственные учреждения ревизорами, вот недавно у нас проверяли Республиканскую детскую юношескую библиотеку, была такая совместная проверка, ревизор министерства, контрольно-счетной палаты, Минфин и еще кто-то был. И там был перечень вопросов, и в том числе открытость и доступность информации, это тоже проверяют. И они открывают этот приказ, они ведь как проверяют? Открывают приказ, видят перечень документов, который должен быть размещен на сайте не более чем через 2 клика. И смотрят вплоть до схему проезда, ФИО и контактные телефоны и прочий руководитель, и идут по этому. Если нет, сразу стоят нет, 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 и пишут уже замечания. Но благо, когда проверка такая длительная, идут навстречу и дают возможность поправлять, тут же на сайтах размещать и так далее. Но это уже иная ситуация. В любом случае, где-то в конце, несмотря на то, что в ходе проверок такие замечания устраняются, они все равно упоминают, скажем так, или там в ходе рассмотрения этих замечаний. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь, вы сейчас дальше продолжите семинар, я отключусь, нет возможности всю дорогу присутствовать. Благодарю, что поднимаете такие актуальные темы. Надеюсь, что в 2021 году мы будем плодотворно работать. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас
так получилось, что сессия продолжается, и мы попробуем в эту же сессию включиться, не переходя на другую. Сейчас у нас будет выступать Людмила Олеговна Жестянкина, заведующий сектором Музея воинской славы. Она расскажет про онлайн-проекты музея в этот год. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас загрузим презентацию и начнем. Презентация всем видна? Презентация у всех открылась? Да, кивните, пожалуйста, у кого открылась. Да, все хорошо, значит, все работает. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги, очень рада вас приветствовать на нашем семинаре. И так как тема этого семинара «Патриотическое воспитание», она, наверное, не просто так была поднята, потому что этот год, он год 75-летия Победы и год памяти и славы. Конечно, огромную работу проделали все музеи за этот год именно по патриотическому воспитанию. Вот. И как мы все с вами знаем, в начале 2020 года все оказались в очень непростой ситуации. И в работе культурно-образовательных учреждений по всему миру произошли серьезные изменения. И связано это было, конечно же, с принятыми мерами по профилактике распространения COVID-19. И вот именно эти меры, они, наверное, стимулировали многие музеи для поиска новых форм работы. В том числе простимулированы были и музеи Чувашской Республики. Я хочу вас всех поблагодарить за работу в этом году, в год памяти и славы, в год 75-летия Победы. Почему я так говорю? Потому что все музеи республики смогли переключиться на онлайн-формат. И первый месячник патриотического воспитания провели очень на хорошем уровне. Я приведу просто некоторые цифры. Месячник ко Дню Победы проходил в виртуальном пространстве, и всего к 75-летию Победы в музеях республики онлайн было проведено 51 мероприятие, 15 музейных патриотических акций и 5 конкурсов и викторин. Это только за апрель, начало мая. А вот за 9 месяцев по республике мероприятий, посвященных году памяти, мероприятий, посвященных году памяти и славы, было проведено 285. Это вот последние такие вот цифры. Это только те мероприятия, которые были посвящены патриотическому воспитанию. Вот. Ну и так, с первых же дней апреля 2020 года Музей воинской славы в рамках проведения месячника патриотического воспитания, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны, увеличил активность дистанционного взаимодействия с аудиторией через онлайн-ресурсы, конечно же. В первую очередь это были, конечно, социальные сети Музея воинской славы, это страничка ВКонтакте и сайт Чувашского национального музея. С самого начала пандемии, с самого начала апреля стало понятно, что прежних контентов, которые у нас были до апреля 2020 года, недостаточно. И ощущается острая потребность в разнообразии активностей, потому что, вы помните, дети сидели на дистанционном обучении, многие предприятия закрывались, людям нужно было что-то интересное, и очень много людей, конечно же, сидели в интернете и смотрели, в том числе и наши контенты. Вот. И исходя из поставленных задач, мы совместно с музеем Василия Ивановича Чапаева приняли решение реализовать такой контент, как онлайн-викторины. Ввиду того, что подобного рода активности являются интерактивными, мы рассчитывали на активное участие вообще аудитории всей, которая сидит в интернете и пользуется интернетом. Вот 10 апреля 2020 года на странице ВКонтакте музея Василия Ивановича Чапаева и Музея воинской славы была запущена тест-викторина на знание истории Великой Отечественной войны, которая проходила в 5 этапов, по 10 вопросов на каждый год войны. Всего в викторине приняло участие 633 человека.
634 человека разной возрастной категории. Ими оказались не только жители Чувашии, что примечательно, кстати, но и города Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов нашей страны. Вообще изначально планировалось выявить одного победителя на каждом этапе из 5. Но впоследствии участников было много, и оказалось, что мы не можем из такого большого количества выделить всего лишь одного человека, поэтому было принято лишь решение увеличить и количество победителей с 5 до 15 человек. Вот. То есть на каждом этапе у нас было по 5 победителей. Следующую викторину, которую запустил Музей воинской славы, это викторина «Собаки на фронтах Великой Отечественной войны» в рамках акции «День фронтовой собаки». В викторине приняло участие уже гораздо меньше людей, это лето, 35 человек приняли участие. Все участники были жителями Чувашии. В основном это учащиеся и педагоги средних образовательных учреждений. Особенно хочется отметить активность чебоксарских школ, таких как 18-я школа, 64-я и школы районные. Это Новомуратская СОЖ Комсомольского района Чувашской республики и Тюрлеминская СОЖ Козловского района Чувашской республики. За этот период, вот всего лишь за 2, получается, таких мероприятия, за 2 онлайн-викторины, количество участников группы ВКонтакте Музея воинской славы выросло с 65, которое было в начале года, в январе, до 261 человека. И как впоследствии показал опыт, такая форма на данный момент является самой популярной и находит большой отклик среди школьников. И как среди школьников, так и среди взрослого населения. Количество участников таких викторин растет, и поэтому, когда мы выявляем победителей, мы им отправляем или дипломы, или сертификаты участников. То есть те, кто участвует, они получают сертификаты участников, а те, кто побеждает, они получают дипломы победителей. Но так как людей становится с каждой викторины все больше, поэтому было принято решение сделать электронные сертификаты. И вот такой электронный сертификат, разработан электронный сертификат на платформе онлайн-тестпад, он применялся вот в нашей последней викторине, которая проходила к Дню неизвестного солдата. Викторина называлась «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вот, и именно там мы как раз вот использовали сертификаты электронные. Вместе с тем, на одних викторинах, конечно же, останавливаться не хотелось. И так как они не показывают и не рассказывают о музейных экспозициях, эти викторины в основном, и, конечно, мы понимали, что восприятие формата, и мы решили применить такой формат, как видеолекция и видеоформат. Но понимали, что восприятие формата видеолекции и презентации сильно зависит от личностных качеств человека и лектора. И, в принципе, в этом, наверное, и состоит одна из самых главных сложностей. Но я думаю, нам удалось справиться с поставленными задачами. И вот силами сотрудников Музея воинской славы, силами сотрудников Музея Василия Ивановича Чапаева. Сейчас вы как раз вот видите сотрудника Музея Василия Ивановича Чапаева Николая Олеговича Самылкина в роли экскурсовода по Музею воинской славы. И вот совместно с национальной телерадиокомпанией подготовлена была видеоэкскурсия по Музею воинской славы. Экскурсия длилась, полный формат экскурсии 20 минут. Разделена она впоследствии была на 13 роликов, на 13 отдельных сюжетов. И 9 мая она была показана и размещена, естественно, на онлайн-платформах Чувашского национального музея и Музея Василия Ивановича Чапаева, Музея воинской славы. Вот за один день 9 мая эта экскурсия набрала 2232 просмотра. То есть такой формат тоже очень хороший отклик нашел среди посетителей наших онлайн-ресурсов. Вот. Еще одна... Еще одна видеоэкскурсия, которая была нами тоже разработана и отснята и выложена тоже в социальные сети, это видеоэкскурсия по выставке «Солдат с войны домой вернулся. Чувашия 1945 года». Здесь было 4 ролика, 2 из которых были отсняты своими силами, то есть мы сами отснимали на свои телефоны, на свои фотоаппараты, и эти ролики 2 набрали 457 просмотров. Вот. А еще 2 ролика были отсняты при содействии профессионального видеографа. Им являлся Николай Васильевич Дмитров. И вот именно эти ролики, уже профессионально отснятые, они набрали 1553 просмотра. Вот. И
мы пришли к выводу, что все-таки, наверное, привлечение профессионалов к съемкам даже в музее, вот таких вот видео, экскурсий, это очень хорошо влияет вообще на посещаемость не только сайтов, но и вообще на отклик посетителей, даже виртуальных посетителей в музее. Вот. И все, кстати, видеоэкскурсии наши можно сейчас тоже посмотреть на страничках ВКонтакте Музея воинской славы и на сайте Чувашского национального музея. В этом году Интермузей 2020 тоже проходил в виртуальном формате, в онлайн-формате. И тема в этом году была «Хранители мира», приуроченная к 75-летию Победы. И вот этот интерактивный формат, виртуальный формат позволил и в том числе Чувашскому национальному музею принять участие на стенде Чувашии. Кроме нас, на этом стенде принимал участие еще художественный музей. Здесь мы на своем стенде мы рассказали о выставочном проекте «Солдат с войны домой вернулся в Чувашию» 1945 года и смогли показать интерактивное открытие выставки с театрализацией прибытия первого эшелона с демобилизованными в Чувашию 26 июля 1945 года и митинг на вокзале города Чебоксары. То есть вот эти вот вещи мы тоже смогли виртуально показать и поделиться с коллегами. Так. Следующий конкурс – это онлайн-конкурс творческих работ «Век отечественного танкостроения» к столетию танкостроения в России. Проходил он со 2 июля по 30 сентября этого года. Мы его тоже, первоначально этот конкурс должен был проходить офлайн, но в условиях пандемии мы решили его перевести тоже онлайн. Было разработано и опубликовано положение конкурса. Каждый участник оформлял специально разработанную Google форму для того, чтобы принять участие в этом конкурсе. Заявки выкладывали, вот Google форма заявки. Потом выкладывали свои работы у себя на странице, каждый участник выкладывал на своей странице в социальных сетях и присылал ссылку туда же, где располагалась форма заявки, то есть нам. Google форма, кстати, она была опробована нами не впервые, мы ее уже использовали для регистрации участников ежегодной акции открытия вахты памяти в 2019 году. А вот сейчас такой формой мы пользуемся повсеместно, потому что на самом деле очень удобная эта Google форма, и она не требует ни звонков, ни сидения на телефоне. То есть человек просто регистрируется, мы это получаем и включаем человека в наш конкурс. Всего в этом конкурсе приняло, к сожалению, не так много людей, их было всего лишь 13 человек. Во-первых, конкурс специфический, это нужно было делать своими руками, военную технику, не все увлекаются этим. Кроме того, это было лето, конечно же, вот многие были заняты тем, что отдыхали просто, и поэтому, так как людей было немного, всем были присвоены дипломы участников, не сертификаты уже, а дипломы участников. И что примечательно, в подобных конкурсах могут принять участие и принимают участие люди с ограниченными возможностями. Например, Асанов Максим Игоревич, ему 14 лет, мальчик-инвалид по зрению, инвалид, у него ДЦП, но тем не менее он смог сделать вот такой вот танк. Он специально выезжал в район для того, чтобы найти местоположение и сделать вот такую вот интересную композицию с танком. И вот именно так, вот в таком виде работу и фотографию этой работы нам была прислана. Помимо окончательного варианта работы нам присылались еще этапы, то есть так как дети делали работу, саму работу делали, поэтому не было никакого, так скажем, обмана и не было никаких таких уже сделанных давным-давно предметов, которые потом уже были выданы за свои. То есть это были действительно работы детей и работы тех участников, которые нам присылали свои танки, ну и самоходные установки. Еще одна ставшей популярной и очень востребованной формой работы стала сетевая акция. Вообще сетевые акции – это проекты, которые одновременно реализуются на разных площадках города или округа по единому сценарию и в рамках единой концепции. Вот. И сетевые акции у нас в Музее национальном вообще приурочены к определенной дате или событию.
И участие в сетевых акциях связано, конечно же, у нас здесь сейчас с международным проектом «Территория Победы», инициированным Музеем Великой Отечественной войны. И вот сейчас я вам показываю как раз сетевые межмузейные акции. С 18 по 21 мая мы приняли участие в акции проекта «Территория Победы. Коллекция территории Победы». Это была онлайн-выставка музейных раритетов, приуроченная к Международному дню музеев. Вот что примечательно, мы разместили в этой сетевой акции не только экспонаты, связанные, во-первых, были экспонаты, связанные с военной историей середины 20 века, хранящиеся в Чувашском национальном музее, но и не только. Мы разместили те экспонаты, которые размещаются и в ваших муниципальных музеях. Уникальные экспонаты – это музей в Порецком историко-краеведческом музее и Канашском краеведческом музее, и в Урнарском историко-краеведческом музее. В общем, эти экспонаты, они поучаствовали в сетевой акции и нашли, на самом деле, очень большой отклик. Мы уточнили, что эти экспонаты как раз из этих музеев, что они являются муниципальными музеями Чувашской Республики. И акция набрала 1282 просмотра. То есть очень популярная была акция. 5 июня музей присоединился к онлайн-флешмобу, вот второй рядышком онлайн-флешмоб по созданию мозаики из российских флагов. Для создания композиции, повторяющей цвета российского флага, использовались музейные экспонаты. Белый цвет показан сурбаном верховой группы Чувашии с национальной вышивкой начала 20 века. Синий цвет представлен лентой почетного гражданина Батыревского района. Красный цвет выражает шелковая лента с надписью «Чемпион», врученная Калининой Раисе Ивановне, трактористке колхоза «Дружба» Маргаушского района за победу в конкурсе пахарей 3 июня 1988 года. Вот тоже в таком вот онлайн-флешмобе мы поучаствовали. Впоследствии все фотографии флешмоба были собраны Музеем Победы, и была создана огромная композиция триколор из российского флага, которая включала в себя все вот эти вот работы, и было действительно очень красиво. Эту композицию тоже, кстати, можно посмотреть на сайте Музея Победы. Так он и называется, онлайн-флешмоб по созданию мозаики из российских флагов. Можно там его тоже увидеть, и наш флаг в том числе. К сетевым акциям, кстати, можно отнести и виртуальные выставки Музея Победы, размещенные на сайте Чувашского национального музея. С 1 мая по 1 июля в рамках международного проекта «Территория Победы» на сайте Чувашского национального музея размещен выставочный проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Это совместный проект Музея Победы и поискового движения России, а также на странице Музея воинской славы ВКонтакте с 17 мая по 20 июня выставлялись видеоролики о судьбах людей, чьи портреты представлены на выставках, и о художниках, которые написали эти портреты. У нас это все сохранилось на страничке ВКонтакте Музея воинской славы, тоже можно будет это все посмотреть. Вот. И второй мультимедийный выставочный проект – это дальневосточный финал окончания Второй мировой войны из фондов Музея Победы. Он экспонировался у нас тоже онлайн со 2 сентября по 2 октября и размещался на сайте Чувашского национального музея. Кроме того, сотрудники Чувашского национального музея и все, не только Музея воинской славы, приняли участие в международной мемориальной акции «Свеча памяти». Кстати, все музейщики практически республики тоже принимали участие в этой акции 22 июня и патриотической акции «Я рисую мелом», которая проводилась 24 июня. И вот завершающим этапом празднования 75-летия Победы стали мероприятия, приуроченные ко дню окончания Второй мировой войны. Вот. И сотрудники музея присоединились тоже к таким акциям, как «Диктант Победы», «Дальневосточная победа» и «Цветы памяти». Я смотрела отчеты тоже музейщиков по патриотическому воспитанию. Многие музеи тоже в этих акциях приняли участие. Огромное вам спасибо за это, за то, что вы поддерживаете не только нас, но и республику всю. Вот. Таким образом мы поняли, вот после выхода уже офлайн на работу, мы поняли, что можем успешно внедрять новые программы в новом для нас формате. Это отражает способность музея адаптироваться в меняющемся мире. Даже стремительными темпами мы смогли адаптироваться, и это хорошо показали именно муниципальные музеи, которые очень быстро, я еще раз повторяю, очень быстро в апреле месяце, буквально по первому зову, перестроились на онлайн-формат. Это были большие проекты, которые
действительно, это и участие в больших сетевых акциях, это участие в больших проектах. Вот еще раз огромное вам спасибо за это. Вот. Но, однако, опыт показал, что на данный момент мероприятия имеют разрозненную структуру. Вот у нас, в частности, имеют разрозненную структуру. И вот следующей задачей нашей стоит создание тематического онлайн-проекта, который будет востребован постоянно. Вероятно, это будет тематический онлайн-квест по различным темам военной истории Великой Отечественной войны, так как очень хорошо заходят в интернет именно викторины, квесты различные, поэтому мы думаем, что сейчас мы сделаем действительно упор на онлайн-квесты. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за внимание. Угу. Вот. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое, коллеги. Уважаемые коллеги, у нас нам Zoom почему-то дал большое. И сказал, что проводить очень много мероприятий. Коллеги, если вдруг Добрый день, коллеги. Скажите, всем ли видно? Сейчас мы откроем презентацию на весь экран. Напишите в чат или кивните, чтобы мы понимали. Что ж, начнем с официальной части. В соответствии с распоряжением, точнее, с указом, буквально минуту. В соответствии с указом главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 года, номер 134. Микрофон, пожалуйста. 2021 год. 2021 год, как вы все знаете, в Чувашской Республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Распоряжением Кабинета министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года номер 634-Р утвержден план основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году, года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В соответствии с этим планом Чувашский национальный музей отвечает за проведение с национальной музейной выставки «Оборонительные рубежи Чувашии. Подвиг в тылу», посвященной трудовому подвигу строителей рубежей. Также, значит, в 2022 году Чувашский национальный музей отвечает за организацию передвижной выставки. И наряду с другими учреждениями культуры, организацию и проведение тематических кинопоказов, концертов, экскурсий, творческих встреч в 2021-2023 годах. Для Чувашского национального музея тема памяти подвига строителей рубежей, она не нова. Еще в 2010 году во время реэкспозиции Музея воинской славы, в Музее воинской славы появился небольшой такой уголок, посвященный этому подвигу. Перед вами, как раз на экране. В экспозиции музея представлена копия постановления Совета народных комиссаров Чувашской ССР и Бюро Чувашского обкома об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской ССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Грамоты за образцовое выполнение заданий по строительству государственного рубежа обороны, схемы оборонительного рубежа укрепрайона Алатри, а также рисунок, наверное, наиболее ценный такой
экспонат в нашем музее, музее воинской славы. Это рисунок участника этих событий, художника Яковлева. Это ноябрь 1941 года, близ деревни Сареево Ядринского района. Сделал небольшое такое отступление от основной темы. Вообще любая выставка – это исследовательская работа прежде всего. И в среде исследователей не принято делиться наработками, открытиями до момента публикации работ, утверждения авторства. Моя личная позиция на этот счет диаметрально противоположна. Особенно, когда речь идет о актуальных для нашей страны проектах, связанных с патриотическим воспитанием, связанных с темой Великой Отечественной войны. Взять, например, нашу выставку, которую мы планируем, «Оборонительные рубежи Чувашии. Подвиг в тылу». Различные организации, учреждения культуры, должностные лица, на мой счет, должны, по моему мнению, должны работать в едином строю. Эффект синергии никто не отменял. Только тогда проект будет завершенным и по-настоящему полным. Необходимо отодвинуть личные амбиции на второй план, а на первый поставить качество выполняемой работы. Такая позиция у меня сложилась не на пустом месте. Чувашский национальный музей, вот как вы видите на презентации, на экране, является участником международного проекта «Территория Победы», и в этом году сотрудники музея выступали на различных онлайн-мероприятиях, организованных Музеем Победы. Как в качестве спикеров, так и в качестве лиц, принимающих активное обсуждение. Характерной особенностью этих онлайн-сессий стал живой диалог между участниками по решению конкретных проблем, возникающих в музейной деятельности, обмен опытом, наработками и контактами. Подобное отношение к работе подкупает, и хочется работать так же, как наши старшие коллеги. В соответствии с утвержденной дорожной картой на проведение музейной и передвижной выставок в нашем настоящий момент осуществляется работа по сбору материалов. И хочется поделиться с вами, коллеги, опытом работы по сбору документальных материалов в двух наших архивах. Это Государственный исторический архив Чувашской республики, вот он перед вами, а также Государственный архив современной истории. Покажу, скажем так, такую внутреннюю кухню по сбору документов, по работе в архиве. Вот перед вами сейчас на экране это заполненный бланк заказа дел в читальном зале Государственного архива современной истории Чувашской республики. Справа, как вы видите, самая правая крайняя колонка – это отметка сотрудников архивов о том, выдается ли это дело на руки читальный зал или нет. Может быть, не очень хорошо видно, но вот справа то, что отметка стоит карандашом, отметка следующая. Либо не рассекречена, либо не выдается в читальный зал. Особо следует выделить личное дело Александра Васильевича Сомова, который в 1939-1942 годах был председателем Совета народных комиссаров Чувашской ССР. И был одним из двух людей, подписавших постановление от 28 октября 1941 года об организации проведения работ по возведению на территории Чувашской ССР, Слуцкого и Казанского оборонительных рубежей. Вторым человеком, подписавшим этот документ, был секретарь Чувашского обкома Иван Матвеевич Чароков, чье личное дело также до сих пор остается недоступным для исследователей. Работа по рассекречиванию документов со слов работников архива, она ведется и в настоящее время, и будет продолжена в следующем году. А это значит, что скоро мы можем узнать новые, доселе неизвестные факты, связанные со строительством оборонительных рубежей. В ближайшее время мы планируем получить от Государственного архива современной истории Чувашской республики порядка 50 электронных копий документов, уникальных документов, связанных со строительством рубежей. От Государственного исторического архива Чувашской республики мы уже получили значительный объем подобных документов. Это в основном текстовые документы. И в целом графических документов, каких-либо схем или фотографий строительства рубежей, сооружений военных лет практически не сохранилось. В принципе, это легко объяснимо. Действующие оборонительные рубежи – это в любое время охраняемые объекты. Посторонних лиц
находиться на которых не должно. Вот в качестве примера можно привести фрагмент из инструкции по охране и поддержанию в состоянии боевой готовности сооружений Сурского полевого оборонительного рубежа от 9 марта 1942 года, в котором лицам и организациям, охраняющим сооружения, в частности, требовалось не допускать фотографирования и зарисовки сооружений. За этим следили, и всех подозрительных лиц предписывалось немедленно задерживать и направлять в ближайшее отделение милиции для привлечения к ответственности. Поскольку на выставке мы планируем показать рубежи не только текстуально, в хронике исторических документов, но и визуально, графически, мы просим вас, я, пользуясь случаем, обращаюсь к своим коллегам, оказать нам содействие и направить в адрес Чувашского национального музея имеющиеся у вас в ваших фондах фотографии участников строительства рубежей, фотографии строительства рубежей, если вдруг последние имеются в ваших фондах. Также с сегодняшнего дня мы объявляем акцию для музеев нашей республики по сбору воспоминаний. Собранные воспоминания обязательно найдут свое место на выставке «Оборонительные рубежи Чувашии. Подвиг в тылу». Наряду с официальными документами, мы, в свою очередь, отметим ваш вклад в общее дело. Помимо малого количества фотографий и графических документов, еще одну отличительную особенность, связанную со строительством Сурского и Казанского рубежей, раскрывает письмо. Письмо Шумерлинского райвоенкомата в адрес военного комиссара Чувашской республики от 21 марта 1942 года. Вот это письмо, это первая часть этого письма, и вот его окончание. Вывод в конце документа приведен. Вывод, приведенный в письме, поражает. С учетом планируемого разлива Суры все сооружения Сурского укрепрубежа в пределах Шумерлинского административного района окажутся под водой. Промежуток примерно с 10 апреля по 10 мая. То есть месяц все рубежи, все сооружения на территории этого района окажутся под водой. Очевидно, подобная ситуация складывалась не только на территории Шумерлинского административного района. Вообще, что это? Можно задаться таким вопросом. Просчеты проектировщиков или строителей? Хочется верить, что нет. И цель оборонительных рубежей, по всему следует, возводимых в Чувашии в годы Великой Отечественной войны, заключалась в том, чтобы остановить врага прямо здесь и сейчас, если бы такое произошло именно зимой 1941-1942 годов. В дальнейшем, на протяжении нескольких лет, регулярно велись работы по восстановлению и ремонту разрушенных участков рубежей, вплоть до 17 марта 1944 года, когда было принято постановление о ликвидации тыловых оборонительных сооружений, возведенных на территории Чувашской республики. Одна часть оборонительных сооружений была полностью разобрана на материалы, другая отдана под овощехранилище и полевые станы. Вот такая судьба была у этих сооружений. Вот перечисленная природные условия, хозяйственная деятельность человека сильно осложняет работу сейчас по поиску экспонатов, по восстановлению всех деталей, связанных с Сурским и Казанским оборонительными рубежами. Я уже упомянул, что часть сооружений была разобрана на материалы. Материалы для строительства, как мы знаем, используются разные. Это и лес-кругляк, и пиломатериалы, и трубы, строительные скобы, листы железа. Но особое внимание, наше внимание, привлек строительный материал под названием бутовый камень. На первый взгляд, изучение такого вопроса кажется чем-то мелочным, лежащим под ногами буквально на поверхности, и этот вопрос как будто бы не заслуживает особого внимания. Но на самом деле профессионализм в мелочах. Значительная часть бутового камня, использующегося при строительстве рубежей, как Сурского, так и Казанского, она добывалась в одном месте, в Козловском районе, а потом уже по Казанской железной дороге развозилась по всей республике до станции Шумерля. Предварительный анализ источников
показывают, вот фрагмент из статьи в Чувашской энциклопедии про Козловский район. Вот анализ показывает, что речь идет все-таки именно о янгиндинском месторождении карбонатных пород в Козловском районе Чувашии. Вот эта информация с официального портала Единого фонда геологической информации и недрах. Если в ходе дальнейших исследований указанный факт подтвердится, можно считать, что это месторождение имеет неразрывную связь с строительством рубежей и достойно как минимум установления там, в этом месте, памятного знака. Подробно исследовать это направление мы планируем в следующем году в ходе музейных экспедиций. На первый квартал и второй квартал следующего года у нас спланированы выезды для сбора информации по рубежам оборонительным в Козловский, Янтиковский, Ядринский, Порецкий, Алатырский и Шемелинский районы Чувашской республики. Планируем встретиться и с сотрудниками музеев, с нашими коллегами, обменяться имеющейся информацией. Пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к вам, ко всем музейщикам нашей республики, с просьбой оказать содействие Чувашскому национальному музею при построении выставки «Оборонительные рубежи Чувашии. Подвиг в тылу». Надеюсь, подобные совместные проекты станут хорошей традицией и в будущем поднимут качество организуемых выставок на новый, более высокий уровень. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, можете задавать их в чате. Вот. Мы постараемся на них ответить. На этом у меня все. Уважаемые коллеги, у нас все продолжается, в принципе, все в порядке. И поэтому сейчас продолжит у нас выступление Оксана Сергеевна Меженькова и расскажет душещипательную вещь. Это те единые правила, которые появились, которые начинают действовать с 1 января 2021 года. И, да, сможешь. И поэтому внимательно слушаем. Всю информацию я обязательно отправлю вам повторно, но все равно нужно слушать ее. Добрый день, уважаемые коллеги. Настал тот час, вот тот день, когда мы с вами переходим, не скажу, что на новый уровень, мы с вами завершаем работу по этому очень дорогому нам документу, инструкция по учету и хранению, которая работала с нами более 35 лет. И по указу правительства с 31 декабря, точнее с 1 января, этот документ прекращает свое действие. Взамен этому документу Министерством культуры предложен следующий документ. Называется он «Единые правила организации комплектования, учета и хранения, использования музейных предметов и музейных коллекций». С этими правилами наверняка вы уже ознакомились, потому что рассылка была буквально, наверное, месяц, 2 недели назад точно. Правила были приняты и предложены, подписаны Министерством культуры Российской Федерации еще 23 июля. И вот, наконец, 5 ноября Министерством юстиции они были зарегистрированы и как документ предложены к работе 1 января 2021 года. Что это означает? Это означает, что все вопросы, связанные с комплектованием, хранением, прежде всего с учетом, будут регламентированы этим документом. Единые правила – это инструкция, единые правила на 190 страницах. Есть некоторые отличия от инструкции, но нужно сказать, поскольку инструкция была очень качественной, то
разумеется, в основе единых правил все-таки очень многие моменты из инструкции. Итак, перейдем к единым правилам. Я освещу некоторые точки, в которых единые правила немного изменяют учет, появляются новые либо сроки, либо цифры, либо формулировки. Поэтому буду говорить именно по тем местам, которые явно изменились по сравнению с инструкцией. Буду говорить в целом о комплектовании и учете. По хранению вопросов немного меньше. Поэтому эту часть хранительскую мы с вами изучим до 11 января, к моменту выхода с новогодних каникул, и уже будем работать по этому документу. Итак, единые правила 2021. Если вы уже, коллеги, ознакомились с этими едиными правилами, вы можете увидеть в некоторых местах переформулировки. Предположим, если мы до сегодняшнего дня жили с актами приема предметов в постоянное пользование, то на сегодняшний день единые правила все-таки предлагают формулировку акты приема на постоянное хранение. Поэтому будьте внимательны при изучении этого документа, и все ваши документы музейные, и самое главное, вашу внутримузейную инструкцию, внутримузейные единые правила, которые будут основаны на этом документе, должны будете сделать именно с учетом новых формулировок. Итак, девочки, как мы считаем? Так же, как и инструкция, единые правила определяют порядок организации, комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций для музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности и во владении которых находятся музейные предметы, включенные в состав музейного фонда. Хочется сказать о том, что любая организация, будь она названа музеем или не названа музеем, если она хранит предметы музейные и считает себя музеем, обязательно к использованию эти единые правила. То есть, если это частный музей, разумеется, есть желание наводить свой учет, тот, который удобен, предположим, частному музею. На самом деле это неверно, и вступлением в действие этих новых единых правил к частным музеям будет такое же отношение в плане учета, такое же, как и ко всем государственным муниципальным музеям. Итак, начнем с того, что единые правила предлагают следующий состав фондов, который может быть в собрании любого музея. Разумеется, в состав фондов утверждается экспертно-фондовой закупочной комиссией, и вы можете обратить внимание, что кроме основных категорий фонда основного и научно-вспомогательного появляются фонд сырьевых материалов, экспериментальный фонд и иные фонды, образованы по согласованию с учредителем музея. Здесь единые правила нам дают возможность выбора и с учетом того, что мы храним, распределять предметы на разные фонды. Из этих же единых правил вы сможете узнать и увидеть, что может храниться в соответствующих фондах, поэтому, пожалуйста, тоже прочитайте внимательно. И несколько тонких моментов. Все мы знаем, что в основе наших собраний это основной фонд и научно-вспомогательный фонд. Зачастую бывает так, либо исторически сложилось, либо что-то повлияло на то, что так случилось, либо это решение принято предыдущими членами фондовой закупочной комиссии. Многие предметы могли быть вместо основного фонда отправлены в научно-вспомогательный фонд. Так вот, решением ФЗК предметы научно-вспомогательного фонда могут легко быть переведены в основной фонд. Это могут быть обычные элементарные оригинальные предметы, либо точные копии утраченных уникальных предметов. Все это мы делаем по решению фондовой закупочной комиссии из научно-вспомогательного в основной фонд. Исключение предметов из научно-вспомогательного фонда
мы производим на основании приказа своего музея, конечно же, согласовываем это с нашим учредителем. То есть, если мы видим в составе научно-вспомогательного фонда предметы плохой сохранности, очень часто такое бывает, среди предметов быта настолько ветхие предметы попадаются в музеях, что смело их можно представить к исключению. Разумеется, решение ФЗК соответствующим образом оформляем, акт оформляем и смело исключаем. По всем вопросам оформительским, связанным с документами, конечно же, если будут вопросы, обращайтесь к нам, Национальный музей. И очень интересное нововведение единых правил. Вы знаете, что предметы перед тем, как попасть в фонды музея, проходят определенную дорогу, да, определенную процедуру. И этот процесс, он стал, как сказать, изменился. В нем появилась очень интересная часть, очень интересный документ, он называется «Экспертное заключение». Вы знаете, что предметы для того, чтобы попасть в музейный фонд, должны сначала быть приняты на временное хранение до рассмотрения фондово-закупочной комиссии. Причем должно быть обязательно заявление владельца. И вот именно на этом этапе появляется экспертное заключение. Что это за документ? Экспертное заключение – это документ, который содержит описание предмета, информацию об авторе, датировке, материале, технике, изготовлении, марках, клеймах, обосновании художественного, историко-культурного значения, предложенного к приобретению предмета. Здесь же мы будем говорить о необходимости его включения в музейное собрание и определения в этом собрании его места и обоснования стоимости. Экспертное заключение оформляется на отдельном листе и на каждый предмет. Подписывается хранителем, главным хранителем или заместителем руководителя по научной части. Вот этот вот документ становится для нас, во-первых, он для нас будет новым документом, и он становится для нас обязательным. Кроме этого, еще раз отследим с вами комплекты документов, при которых предмет на постоянное хранение передается в музей. Это акт на постоянное хранение, договор, который подтверждает передачу предмета, протокол фондово-закупочной комиссии. Вот как раз это экспертное заключение. И есть случаи, если мы принимаем драгоценные металлы, то есть предметы музейные, содержащие драгоценные металлы, то здесь нужен акт ювелирной экспертизы. То есть на сегодняшний день мы не можем принять предмет, содержащий драгоценные металлы, без проведенной экспертизы. Уже должны мы принять предмет с актом. Как это будет на деле происходить, я пока не представляю, но таковы единые правила. Все мы знаем, что прием государственных наград и документов осуществляется по документу, по указу президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года. Сегодня мы работаем с вами по нему, ничего не изменилось. За одним исключением, из последних изменений этого документа, это тот факт, что заявление, по которому передается нам награда, в этом заявлении должна быть подпись только одного из наследников. Если раньше необходимо было собрать подписи всех наследников, то здесь необходима подпись только одного наследника. Обратите, пожалуйста, внимание, что государственные награды, особенно содержание драгоценных металлов, храниться в музеях могут по определенным правилам. Ну и, наконец, первичная регистрация предметов в главной инвентарной книге. Мы их называем книгами поступления, мне привычнее эта формулировка, поэтому я буду говорить о книгах поступления. Мы знаем по нашему последнему закону, который изменяет закон о музейном фонде, ну, изменение закона о музейном фонде, появляется такая строка, как внесение предметов, записи информации о предметах в книге поступлений в течение 30 календарных дней с момента проведения экспертно-фондозакупочной комиссии.
То есть, условно, со дня проведения фондово-закупочной комиссии должно пройти 30 дней. Именно по приказу директора предметы должны быть зафиксированы в книгах поступления. То есть первичная регистрация осуществляется, еще раз напомню, по приказу директора. Для простоты и удобства я для себя, точнее наш национальный музей для себя определяет 12 дней в году, в которые мы проведем фондово-закупочные комиссии с рассмотрением предложенных предметов. И к этим датам мы привязываем приказы директора для совершения первичной регистрации предметов в книгах поступления. Для того, чтобы, во-первых, не запутаться, когда было ФЗК, ну и знать, что приказ и ФЗК примерно равны по дню. Так удобнее в работе. По поводу ведения учетной документации. Может случиться так в музее, в нашем это происходит очень часто. В музее поступают предметы большими комплектами, предположим, однотипные предметы, либо документы до 100 единиц, либо фотографии, ну, часто археология поступает. И эти предметы записываются в книге поступлений групповой записью и прилагаются к этой записи коллекционные описи. Единые правила вводят новшество, когда коллекционные описи должны быть подписаны как администрацией музея, так и учредителем. Раньше можно было подписать только внутри музея, руководителем, главным хранителем. Но вот сейчас единые правила предлагают эти коллекционные описи как отдельное дело, как самостоятельное дело подписать, учредить у учредителя. Это тоже обязательно к исполнению, разумеется. И на ответственное хранение, как правило, передают только крупные музеи. В муниципальных музеях, насколько мы знаем, у нас в основном сотрудники, ведущие учет, также являются и хранителями. Но имейте в виду, передача предметов на ответственное хранение хранителям осуществляется по акту приема передачи. Эти акты теперь должны быть зарегистрированы в соответствующей книге регистрации. Если раньше мы этого не делали, то с этого года книги регистрации будут нашими частыми документами. И далее сам порядок весь нужно будет описать во внутримузейных правилах, потому что у каждого музея есть свои тонкости. Предположим, если наш музей и художественный музей – это музеи с большим количеством хранителей, то, соответственно, из сектора учета или отдела учета музейные предметы передаются по актам на ответственное хранение. А в муниципальных музеях вы укажете у себя в внутримузейных правилах, что передача, точнее прием предметов на ответственное хранение будет равен приему предметов на постоянное хранение. То есть этого одного документа будет достаточно. По поводу предметов из драгоценных металлов, на сегодняшний день также перестает действовать, не на сегодняшний день, прошу прощения, с 1 января также перестает действовать инструкция наша старая по учету и хранению предметов из драгоценных металлов. И мы будем ориентироваться на законодательство Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях. По поводу учета оружия. Знаю, во многих муниципальных музеях есть оружие, его нужно учитывать теперь уже по новым единым правилам, как предметы из драгоценных металлов. Появляется третья книга, книга специального учета оружия. Форма этого оружия, форма этой книги приведена в приложение к единым правилам. И нужно сказать о том, что в случае, если коллекция оружия в музее полностью описана в инвентарной книге, то эта инвентарная книга приравнивается к книге специального учета. То есть в таком случае третью специальную книгу заводить не нужно. Коллеги, обратите внимание, если у кого есть оружие в фондовом собрании, обязательно свяжитесь со мной, и мы с вами этот момент еще раз обыграем, обговорим и на вопросы ответим. И вот новость тоже из единых правил. Если в музее имеется база данных,
то нам сейчас единые правила позволяют государственные инвентарные книги, главные инвентарные книги, книги поступлений и инвентари, наши инвентарные книги, вести в электронном виде и потом распечатывать. Единые правила предлагают на выбор рукописный или электронный вариант. Я, как и наши коллеги, мы остаемся на рукописном варианте обязательно. И, конечно же, попутно будем вести электронные базы данных. Обязательны к электронным, ко всем инвентарным книгам и книгам поступлениям заверительные акты. Эти заверительные акты с обязательной информацией, описанные в единых правилах, тоже, пожалуйста, ознакомьтесь. Будут вопросы, мы с вами обговорим их. По поводу страховых копий. Часто возникают вопросы музейщиков, как фотографировать, как оцифровывать книги поступлений, поскольку страховые копии по единым правилам с 1 января обязывают нас обязательно сделать страховые копии книг поступлений и инвентарных книг. Что это значит? Единые правила предлагают нам сканировать каждый лист. Но не у всех есть сканеры, и не все сканеры позволяют отсканировать книги. Чаще всего книги ветхие, ну, как у нас в Национальном музее, поскольку нам уже практически 100 лет. А в муниципальных музеях, конечно, книги посвежее, но не всегда прошитые, пронумерованные, скрепленные книги можно легко отсканировать. Поэтому мы предлагаем фотографировать листы, и это тоже будет как страховая копия. Разумеется, потом, да, каждый лист мы переводим в PDF-формат. Для того, чтобы прикрепить к карточке в госкаталог, обязательно нужно уменьшить объем этого документа. Все это делается легко. Если вопросы будут, пожалуйста, звоните мне, Ане Юрьевне и Галине Владимировне Хрусталевой. Новшество единых правил регистрации предметов в инвентарных книгах. Уважаемые коллеги, муниципальные музеи, частные музеи, музеи учреждений. Если на сегодняшний день мы с вами говорили только о первичном учете, как основе основ, да, и потом еще 54-й федеральный закон нам всегда говорит о том, что прежде всего, первичнее всего, разумеется, первичный учет, да, книга поступлений наше все. Но единые правила вносят разнообразие в нашу жизнь. Мы с вами обязаны будем разделить ваши фондовые собрания на виды, на фонды, на коллекции по видам материалов. Всему этому у вас единые правила научат, если у вас этого не произошло до сих пор. Но я была всегда сторонником того, что сначала мы налаживаем качественный первичный учет, потом уже будем говорить об инвентарном учете. Но с 1 января у нас не остается никаких шансов оставить это как есть, поэтому инвентарный учет тоже становится обязательным. Единые правила, к счастью, описывают, что будет включаться в инвентарный учет, что это развернутое описание визуальных характеристик музейного предмета. Мы не будем углубляться в научные исследования, в историю этого предмета. Наша задача очень подробно, конкретно описать предмет со всеми его особенностями, изгибами, щербинами. Конечно же, сохранность будем описывать. Все это будет указано, точнее, все это описано в единых правилах, не составит труда изучить. И, конечно же, понадобятся вам уже инвентарные книги. Инвентарный учет, согласно единым правилам, это учет, который ведет ответственный хранитель коллекции. А в муниципальных музеях это человек, который просто отвечает за музейные предметы. И появляется срок не более 90 календарных дней с момента приема на ответственное хранение. В случае с муниципальными музеями это 90 дней с момента приема на постоянное хранение, если нет передачи по хранительским коллекциям. Итак, 90 дней – это срок. Конечно, все это будет зависеть от того, как вы сделаете. В течение 90 дней, ну, 91-2 дня. Насколько это будет критично, существенно,
при проверке сказать на сегодняшний день я не могу, потому что никто. Поэтому будем рассчитывать на то, что к нам будут лояльны, если вдруг мы в 90 дней не успеем. Но опять-таки советую, при условии, что предметов у вас не так много поступает, пожалуйста, не затягивайте на 90 дней, делайте это немножко быстрее. Нет, это неплохо. Ну и перехожу к положению по хранению музейных предметов. Здесь ничего нового я не придумываю. Взятые тезисы и предложения из самих единых правил перечитывать тоже не буду, потому что все это мы с вами изучим в течение работы. И опять-таки при утверждении ваших единых внутримузейных правил вы будете опять опираться на этот документ. Все это будет еще раз через себя пропустите. Итак, хранение обеспечивается при определенных условиях. Конечно же, предметы должны быть в специально приспособленных помещениях располагаться, размещаться. Должны быть шкафы, стеллажи, специальные коробки, папки. Это, конечно же, в идеале. Температурно-влажностный и световой режимы – это основа основ. Будете читать единые правила, пожалуйста, обратите внимание именно на эти пункты. Предложены едиными правилами ряд предметов, которые хорошо переживают определенные температурные, влажностные условия, световые условия. И в зависимости от этого, пожалуйста, оборудуйте ваши хранительские помещения так, чтобы максимально сохранить предметы. Конечно же, идеально, если в хранительском помещении располагаются термогигрометры. Ну и журналы обязательны к ведению, потому что они проверяются проверяющими с Министерства культуры Чувашии, Министерства культуры России. Мы периодически будем просматривать, это обязательно. Конечно же, нужно защищать предметы не только от света, но и от биоповреждений. Обращайте внимание на плесень, жуков-точильщиков, древоточцев, в общем, все, что связано с предметами быта, прежде всего, с тканями, с бумагой, все это нуждается в таком вот щепетильном осмотре и сохранении. Охранный и противопожарный режим – это само собой разумеющееся, здесь я ничего нового вам не скажу. Шум также влияет на музейные предметы. Также влияет на музейные предметы и некоторые газы, поэтому в единых правилах это очень хорошо расписывается, указано. Почитайте, пожалуйста, будем знать. Регламентация доступа к музейным предметам на сегодняшний день должна быть у каждого музея. Этот документ уже год, наверное, третий, как мы создали, поэтому ничего нового в этом нет. Контрольно-пропускная система музея, вы понимаете, что это должно быть основа в основ, потому что нельзя посторонним лицам просто так ходить по территории музея без данного на то разрешения. Коллеги, это, в общем-то, все, что я выцарапала из единых правил, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Если вдруг возникают какие-то вопросы, вы, пожалуйста, обращайтесь. К моменту выхода из новогодних каникул я, наверное, уже подготовлю наши внутримузейные правила. Если понадобится как основа, я будем высылать с Анной Юрьевной. Предлагаю вам не пугаться единых правил. На мой взгляд, они, как говорят, щадящие, что ли, по сравнению с инструкцией. Есть один момент, когда в единых правилах рассказывается о разных документах, актах на временное хранение, актах на постоянное хранение. Здесь единые правила не дают стандартного бланка образца, предлагают это на усмотрение музеям разработать, но обязательно указывает те пункты, те моменты, та информация, которая должна быть отражена в этих документах, она полностью озвучена в единых правилах. Не пренебрегайте этой информацией
воспользуйтесь для того, чтобы составить свои акты, всю учетную документацию с 1 января 2021 года. Всем нам я желаю успехов. Будем думать, что не так страшен счет, как его малюют. Будем надеяться на то, что они гораздо лучше, чем инструкция. Вас всех с наступающим Новым годом и с новыми едиными правилами. Всего хорошего. Так, коллеги, я сегодня буду завершать семинар наш и подводить итоги. Если сейчас у вас возникли какие-то вопросы, как с Анной Сергеевной, непонятно, миллион вопросов, их будем задавать по мере поступления. Если сейчас есть вопросы к Людмиле Олеговне или Антону Алексеевичу, вы их задавайте в чате, я буду отвечать. И некоторые моменты я уточню тоже. Расскажу... Ну, итоги, честно говоря, именно особенности военно-патриотического воспитания, наверное, подводить не будем, потому что мы все работаем. Наш национальный музей работает и за себя, и собираем данные по республике. Я хочу просто еще раз напомнить о том, что сказала Инна Ильинична, что следующий год посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, что она вам говорила, что обязательно нужно сделать план мероприятий на следующий год именно по этому пункту, и надо будет сдавать ежеквартально отчеты о проведении этих мероприятий. Также хочу напомнить то, что сказал Антон Алексеевич. Фотографии, если у вас есть участников и воспоминания участников Сурских оборонительных рубежей, пожалуйста, присылайте, чтобы мы их учли в своей работе. Если надо что-то сказать, Людмила Олеговна сейчас добавит именно по этому поводу. Презентацию все я отправлю. Антон Алексеевич, если даст добро на свою презентацию, я тоже ее вам направлю. Коллеги, что касается Сурского оборонительного рубежа, с 1 января мы объявили акцию по сбору информации и по сбору воспоминаний об участниках и воспоминания, которые мы соберем, наверное, они будут, во-первых, они будут располагаться на выставке в Чувашском национальном музее, и, во-вторых, они будут, у нас будет каталог выставки, и все эти воспоминания будут тоже размещены в каталоге. Поэтому подробнее мы это сделаем положением и письмом, мы это вам всем разошлем уже после каникул. Будет все понятно. Оксаны Сергеевны вопрос, но она у нас уже вышла. Я ей задам вот этот вопрос, то, что вы написали по новому образцу. Знаете, у нас же книга поступлений, подождите, также остается, старого же образца, у нас ничего не меняется, у нас только появляются новые инвентарные книги. А книга поступления основного фонда остается такая же, как и была. Теперь о своих моментах. У нас заканчивается год, коллеги, уже есть график того, как вы будете приезжать в январе. Я вам его вышлю чуть позже, потому что его утверждают сейчас. И я хочу напомнить, мы сейчас сдаем отчетов очень много, по нацпроекту «Культура» сдаем еще отчеты, и у меня будет совсем немного времени, чтобы это все внести в статистику. Поэтому, пожалуйста, если вы закрываете год, если вы уже знаете, что вот вы закрыли 29, там, 30, 31 декабря, вы закрываете год, пожалуйста, не тяните до выхода с новогодних праздников, присылайте отчеты мне сразу. Я от музеев жду таблицу Excel, обязательно проверьте ее, таблицу 8НК, вот которая таблица похожа на 8НК по нацпроекту «Культура» за декабрь, цифры только декабрьские, таблица 8, похожа на 8НК за 4-й квартал, то есть это по нарастающей за весь год, то есть 2 вы отчета сдаете, вот этих похожих на 8НК, отдельно за декабрь и отдельно за весь год. И также я вас попрошу прислать вместе с этим всем текстовые отчеты, ваши работы, итоги работы за 2020 год. Почему? Потому что буквально 2 дня назад я писала предварительные итоги работы, и поэтому мне нужны ваши отчеты
как вы сработали за этот весь год, именно текстовой вариант. Смотрите, когда вы будете приезжать по графику, самые первые начинаются у нас приезжать 18 января. Первый у нас приезжает Алатырский район и город Алатырь. Приезжайте, привозите с собой 1 8НК. Почему, объясню. Иногда вы приезжаете, привозите сразу очень много вариантов, чтобы я их загружала в статистику. В этом году этого не надо делать. Привозите только 1 8НК, чтобы я его загрузила в статистику. С этого года статистика принимает отчеты только после своей выгрузки. То есть я выгружаю, и только после этого я скан присоединяю. То есть вы приезжаете с одним экземпляром, ну и с печатью. Получается так. С собой тоже привозите текстовый отчет с печатью и привозите план на 2021 год также с печатью. То, что вы планируете именно 2021 год. Хочу еще раз попросить вас, пожалуйста, отдельным пунктом в плане на 2021 год выделяйте именно ваши мероприятия по году трудового подвига Сурского оборонительного и Казанского оборонительных рубежей. Инна Ильинична сказала, потому что проверка на следующий год не будет у Новочебоксарского музея. Честно говоря, я немножко удивлена, потому что до этого нам говорили, что проверка будет. Как бы там ни было, в любом случае единые правила есть, по ним готовимся. Еще один момент. Каждый год у нас министерство запрашивает информацию по тому, как мы отработали январские праздники. Поэтому, если нужно, я вам сделаю таблицу, если нужно, вы можете подготовить ее сами, о том, как вы работали в январские праздники. То есть помимо того, что мы делаем еженедельные отчеты, надо будет еще отчет о том, как провели январские праздники. То есть 5 января, это будет вторник, я жду от вас еженедельные отчеты. 11 января цифры с 1 по 10 января, как вы отработали. Я понимаю, что это вот головная боль, но она нас ждет, и нам придется в любом случае это делать. Я сама выхожу на работу 2 января, я работаю 2-3 января. Если вдруг до конца года вы что-то не сделали, вы можете 2-3 января мне выслать, я обязательно ваши отчеты проверю, потому что ждет меня статистика, моя дорогая, которая меня очень ждет. По поводу 8НК. У нас сейчас очень много музеев провели реконструкцию, реставрацию музеев. Я вас прошу, пожалуйста, проверьте ваши площади, какие вы проставите в 8НК. Потому что если они у вас поменялись, если у вас в меньшую сторону поменялись площади по сравнению с тем, как было, статистика по сравнению с прошлым годом будет ругаться, я вас уверяю. Поэтому сразу готовим акт или справку, почему у вас поменялась площадь вашего помещения. То есть в соответствии с ремонтом вы все это расписываете с печатью, тогда мы ее будем прилагать. Так. Еще хотела сказать. С 1 января следующего года Минкультуры Российской Федерации перестает поддерживать работу АЭС Музей-3. То есть та база данных, автоматизированная система, которую вы сейчас ведете, если вы будете к министерству обращаться по поводу того, как вы нам в ней работать, они скажут: извините, мы в этой базе уже не работаем. Поэтому сейчас вы планируете ваши расходы, и заранее вас прошу, как вы придете, получается, с январских праздников, пишите письма учредителям о том, что вам необходимо выделить средства на закупку версии АЭС Музей Гифтс, потому что АЭС Музей-3 не будет поддерживать выгрузку в госкаталог, а нам до 2024 года надо все внести в госкаталог. В настоящее время, я знаю, и Бреси запросили деньги, им выделяют, поэтому я так думаю, что все музеи, обоснование можно написать,
Если надо, и я, и Оксана Сергеевна вам поможем написать эти обоснования, на каком основании вам нужно выделение денег. Это нужно сделать, потому что без этого мы с вами работать, ну, вы работаете в базе, ну, как без толку будете работать. Да, она у вас будет, но выгрузку из нее в госкаталог вы произвести не сможете. И еще, что я хотела сказать. Я просматривала некоторые аккаунты наших музеев в Инстаграме, ВКонтакте. Вы, молодцы, очень хорошо ведете. Но, например, в некоторых инстаграмных аккаунтах попасть просто так невозможно. Вы их откройте, чтобы они открытые были. Потому что иначе информация, которая у вас там, она вне доступа. В принципе, наверное, у меня все. Если есть вопросы, вы сейчас пишите. Цена программы какая? Цена программы, вообще это рассчитывает Gifts. По-моему, у Ибреси это было 98 тысяч. Это программа вместе с программным обеспечением, вместе с обучением человека. Это там 2 договора оформляется на покупку вот этого всего, и они 1 год вас поддерживают. Если на следующий год вы захотите еще, чтобы вас поддерживали именно с этой программы, там надо будет, там немножко небольшая сумма, но именно на поддержку, а так можете, в принципе, работать и сами. Вот. Но я так думаю, сейчас вообще Минкультуры полностью сейчас Gifts переходит на АЭС музей Gifts. Это немножко совсем другая программа по сравнению с АЭС музей 3. Она на базе 1С, и там совсем другой алгоритм. Она и проще в каком-то плане, и там проще выгрузка в госкаталог. Однозначно. Поэтому, если я думаю, что всем необходимы деньги, я, ну, как примерный образец, как обратиться к вашим учредителям, могу выслать, если вам надо. Вы пишите, как бы, надо вам или нет. Я вышлю. Чтобы на следующий год, сейчас же как раз планируются все финансы на следующий финансовый год. Вам хорошо бы это запланировать, потому что иначе вам придется, ну, как вручную забивать это все в госкаталог, как, например, у нас сейчас делает Батарева. Они вручную в личном кабинете вносят все в госкаталог. Так, еще вопросы? Отправлю тогда. Все презентации, всю информацию по сегодняшнему семинару я вам направлю. Коллеги, смотрите, если со следующего года у нас начинается введение инвентарной книги, посмотрите, пожалуйста, возможно, вам ее нужно будет закупить. И смотрите количество книг, чтобы у вас совпадало с вашими коллекциями. Там ведь распределение именно по коллекциям. Если возможно, вы сейчас включите ваше видео, я хоть посмотрю на вас. Я так хотела вас всех увидеть, так хотела поздравить. Сейчас увидела Аллу Орестовну, хотела всех поздравить с тем, что кто выиграл у нас конкурс. Но на самом деле, честно говоря, призы для вас у меня лежат. Дипломы лежат, все это у меня лежит, и оно ждет вас, но я вручать буду в любом случае не тогда, когда вы приедете сдавать мне 8НК, сразу говорю, я буду вручать это торжественно, когда мы с вами встретимся на февральском семинаре, он у вас будет посвящен 100-летию нашего музея, и как бы заранее вам скажу, вы готовьте, что там нам скажете, все равно мы будем ждать, что вы нам скажете. Вот. Если вопросов у вас нет, то тогда, в принципе, семинар мы можем считать закрытым, законченным. И я очень вам всем благодарна, что вы все присоединились, были. Я сейчас листаю фотографии, кто у нас есть, прям так рада вас всех видеть. Хоть так посмотрю, а по телефону позвоню, послушаю. Спасибо большое вам. С наступающим Новым годом. Я всегда на связи. Звоните, пожалуйста. Все вопросы мы решим. Ничего страшного нет. Все решаемо.
и со всеми отчетами. Так, про муниципальное задание, пожалуйста, присылайте мне свои муниципальные задания, которые измененные, и, получается, акты, вот эти, господи, муниципальные задания и каким документом утвердилось это муниципальное задание. Присылайте мне, пожалуйста, я их посмотрю, как это все у вас выглядит. Если у вас, потому что сейчас возникнут какие-то непонятности, когда будут проверять, вас могут просто штрафные санкции на вас наложить. Тогда спасибо большое, всего хорошего, с наступающим Новым годом. До свидания. Спасибо, до свидания. Thank you.